Больше 30 голов крупнорогатого скота, 9 коров, 12 бычков и 11 телят насчитывается в хозяйстве молодого фермера Салмана Албагачиева. Есть здесь и 37 голов мелкорогатого. Свое хозяйство Салман Албагачиев начал вести почти год назад. Тогда поголовье насчитывалось намного меньше, а около 2 месяцев назад молодой человек в 2 раза увеличил количество животных при поддержке регионального Минсельхоза. В этом году мы подали на агростартап, на Министерство сельскохозяйственных дел, и тендер выиграть раз. Тендер выиграть, я считаю, уже на деньги, которые мне выделил Минсельхоз. В этом деле Салман Албагачиев далеко не новичок. Еще 3 года назад у молодого человека было 3 поголовья крупнорогатого скота. Однако их пришлось продать. Спустя время Салман Албагачиев решил снова заняться фермерским хозяйством. Хорошим стартом для него стала программа «Агростартап», благодаря которой он получил 600 тысяч на развитие фермы. Абсолютно желание уже люди бизнес абсолютно проблемы ушамдать. Где-то в марте комиссия где-то месяц назад примерно Салман Албагачиев закупает только лучших бычков разных пород, а месяц назад в хозяйстве появился буйвол. Если никаких проблем не возникнет, фермер планирует докупить еще пару голов. فوق حاجة يعني يتساوي размере одной штуки. دال عندلي حزمو يردادودي يرجع حتى يتسكوا دال عندلي. На выделенные средства Салман Албагачиев также закупил животным корм на зиму. В будущем фермер планирует увеличить поголовье и, самое главное, построить большую ферму. Для этого есть земля почти в 2 гектара. Тем, кто действительно старается вести свое дело, власти идут навстречу. В этом году было подано 296 заявлений на участие в программе «Агростартап». Из этого числа отобрали 95 начинающих фермеров. Между ними распределили гранты на сумму более 50 миллионов рублей. Под каждую программу идет правовой акт, по которому обязаны люди провести ту или иную операцию. Поэтому у них для покупки, для начала им дается 18 месяцев. То есть в течение 18 месяцев они уже закупают скот, крупнорогатый, закупают корма, готовят помещение для этих животных. То есть процедура она такая. Чаще всего жители осваивают гранты за предоставленный срок. Однако в регионе возникают и случаи, когда после получения средств фермеры закрывают хозяйство через короткий период, забыв о сроке 5 лет. Чтобы предотвратить подобные нарушения, работники Минсельхоза внимательно проверяют грантополучателей. Наша комиссия, и вы знаете, если комиссии всех уровней приезжают, проводят проверки. Есть, конечно, очень мало, но есть нарушители, которые, я не знаю по каким причинам, но они закрывают. То есть после получения этих средств они должны открыть юридическое лицо, то есть должны стать юридическим лицом. Открывают ИП и КФХ. И вот в течение 5 лет они должны платить налоги, должны показывать результаты, сдавать отчеты. Грантовая поддержка по программе «Агростартап» реализуется по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», запущенного в 2019 году по инициативе президента страны. За 4 года этот проект помог более 400 начинающим ингурским фермерам запустить и развить собственное дело. Малика Измайлова, Акрамат Дасхоев, Новости 24.